появлением новых микрорайонов с высотной застройкой нагрузки на энергопоставляющие сети увеличиваются. Для обеспечения бесперебойности компания «Якутскэнерго» постоянно модернизирует и обновляет свои сети. Сейчас идет большая работа в промышленном округе. Масштабная реконструкция магистральной сети теплоснабжения, которая покрывает потребности жителей 2, 4 и 17 квартала, а также республиканский онкологический центр. Это такой большой объект, многолетний, так скажем. За счет разных источников идет финансирование строительства от Якутской ГРЭС и до, так образно сказать, до Петра Алексеева. То есть реконструкция сети объектов этапами разбита на несколько лет. То есть у нас идет сейчас 1, 2, 3 этап, дальше будет строиться 4, 5, 6 этап. Развитие промышленности и строительство новых промышленных объектов также нуждается в энергоснабжении. Жатайский судоверфь – один из самых крупных объектов, который строится сейчас в Якутии. Огромные цеха, в которых будут строить и ремонтировать суда, конечно же, нуждаются в большом количестве электроэнергии. И обеспечивать электроэнергией его будет вот эта современная подстанция, которую строит Якутскэнерго. Кстати, в ближайшем будущем они планируют перевести на эту подстанцию и весь Жатай. Очень современная подстанция, у нас современный КРУ, там АПУ, там шкафы очень, можно сказать, новое оборудование стоит, современное. Мы уже отходим от масляных выключателей, сейчас у нас будут стоять там другие выключатели. В конце сентября мы уже подадим напряжение. Мы будем готовы подать напряжение, а как будет судоверфь готова, это уже не знаю, когда будет готово. Для обслуживания тысяч километров электрических и тепловых сетей, сотен подстанций и теплоузлов необходимо большое количество квалифицированных кадров. У компании «Якутскэнерго» имеется собственный учебно-производственный центр подготовки персонала энергетиков. Центр обустроен лабораторным комплексом с самым современным учебным оборудованием. Таким могут похвастаться разве что центральные энергетические вузы. Кроме того, на базе центра существует уличный полигон для отработки практических навыков работы на высоте. А в скором времени будет запущен крытый полигон, для того, чтобы занятия на нем проводились круглогодично. Таких полигонов у нас в Российской Федерации не очень много, честно говоря, в закрытом состоянии. Причем это позволит работать со студентами и обучающимися в любое время года. В основном у нас обучаются работники компаний «Якутскэнерго», «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервиса», «Якутскэнерго» ремонтной компании, Северо-Восточного федерального университета и физические лица, которые хотят получить профессию. От строительства и своевременной реконструкции сетей, подстанций, теплопунктов силами квалифицированных сотрудников в буквальном смысле зависит жизнь города и республики. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск.